Колькі тыдняў таму мои сябры з Амерыкі вырашылі зрабіць мне падарунак. Яны скінуліся і купілі мне аўтамабіль. Але праз некалькі дзён высветлілася, што гэта не аўтамабіль, а пеноблок с машинным маслом. Всем привет! Решили мы тут недавно с белорусами из Америки сделать нашему другу Сергею Петрухину сюрприз. Решили подарить ему машину, чтобы он больше на велосипеде своем не катался. Вадим наскидывал мне объявок машин, якія продаются на одной геўдзе во Вроцлаве, якая размещается по адресу вуліца Паўстанцаў Шлёнскіх 2011Б. А вось сторонка гэтай пляцоўкі ў Фейсбуку. Яны называюць сябе добрае аўта. Я прымчаўся на тую геўду, але, на жаль, тых аўтамабілей ужо не было. І мы купілі зусім іншую машину. Нашелся неплохой вариант. Гольф 5 2007 года, дизель, универсал. Ну, думаем, все, вот оно счастье. И Серега говорит, и наши, славяне тут торгуют, держат маленькую такую дилерскую. Начинаем рассматривать этот гольф дизельный. Машину мы выбирали по видеосвязи. Я показывал Вадиму на экране телефона нашу покупку, ну а он праз телефон контактовал с продавцом. Серега в машинах ничего не понимает, я спрашиваю, как пороги у этого продавца? Он говорит, пороги супер. Говорю, Серега, посмотри. Серега наклонился, посмотрел, говорит, ну вроде бы все целое. Окей, говорю, как сцепление? Говорят, сцепление работает, Серега понажимал, тот понажимал, все включается, работает. Говорит, сцепление огонь. Мотор как? Он говорит, мотор тоже, ни в масле, ничего. Турбина дует, мотор летит, все огонь. Страховка. Говорит, еще там, по-моему, сказал, на полгода. Серега, пересылаем Сереге деньги. Он оформляется. Ну и все, и поехал Серега, счастливый обладатель автомобиля, домой. Через пару дней звонит Серега. Говорит, Вадим, беда. Машина убитая, пороги запененные, турбина, там мотор весь в масле, со страховкой обманули, штраф сейчас будет. Ну вот, Серега продолжение этой истории вам расскажет, как оно было. Поважанные сябры, мои сябры с Америки решили дать мне немножко отпочнуть, как я не гонял на ровары, и вырашили скинуться мне там, мовить, американцы, ось, и купить мне таки файный автомобиль за 5000 злотых. Как я мог на старости годов, значит, ну, крышечку отпочнуть, заробить грошаў. За моей спиной вот это как бы гелда, там, где мы купляли машину. Машину мы купляли наступным чином. Значит, я с Вадимом был на сувязі, показывал ему там пороги, то и все, и проехались. И он каже, як пороги? Пороги в огне. Вось, машинка огонь, а сцепление, он тисне, все, сцепление. Ну что, хорошие хлопцы, ну машина нібито нормальная, 2007 год, вось, Volkswagen Golf. Кажуть, техосмотр яшчэ там амаль год, штриховка, страховка до жнивня. Ну окей, ну, что, все, перекинули они мне гроши с Америки, пошли мы автомат зняли. Ну, думаю, там, пойду там, коли будет час у жонт, зарегистрирую я. Ось, пришел там мой сябра один и каже, так, слухай, так у тебя страховка уже 2 дні як нема. Я кажу, як так нема? Ну, і він каже, у натури нема, ну, штриховки нема. І каже, тут же штрафи велизарні. Коротей, штраф за 3 дні, коли ти протермінував, 2000 злотих, 1800. Коли більше 3 дні, то вже 4000 злотих. Прикиньте, ну нормально. Я думаю, ну хлопці, ну думаю, наверное, ж не знали. Заезжаю к одному політв'язню, коротей, на сервіс, і він машину подимає і каже, йокарний бабай, чувак, а що у тебе тут? Ты что купил, пеноблок какой-то? Данный автомобиль был в полном хламе, пена пороги, весь мотор в масле,
Вся коробка передач в масле. Везде, абсолютно везде из течек. Шумело сцепление. Скорее всего, оно уже было полностью мертвое. Ну, машина непригодная к эксплуатации вообще. А хто там продавці? Так, ну хлопці ж казали, що все добре. Ну це ж славяне, брати ж наші, братерський народ. Думаю, як так? Молоді такі, пригожі хлопці приємні. Думаю, не могли ж яны скуфа подмануть. Не ведали мусить. Думаю, раз не ведали, треба подійти, розібратися з гэтым питанням. Може там заберусь машину назад, я им покажу гэтые все хибы. Вось. И все. И вось я приехал на гэтую гелду. Вось. Думаю, зараз треба з ними поразмовлять. Вось так не. С машиной вельми все дрэнно. Ну какие? То, что там написано, что купуйонс, я там все бачил, это окей. Ось, я думаю, может, вы не ведали, что я на Упене? Вы ж мне сказали, что я на пороге там целая. Так вы же сами смотрели на них, что там. Вось, вы сказали, что пороги там у парадку. Вось, вы сказали, что мотор тоже у парадку. Заганяю я ее. Не, я ж нічого не кажу, може ви не знали, може ви как бы, як нормальні продавці, може ви там скажете, окей, чувак, ми не знали, наша хіба. Вось, мотор весь у масле. Иди сюда, вот, смотри. Не-не-не, вот теперь подведи туда, не видно. І страховка, ви до якого часу сказали страховка? Я уже не помню. До жнівня. А яна була всього 3 дні. І коли я поїхав реєструвати, я її протермінував. Я зараз маю штраф 1800 злотих. Тобто ви мене не проінформували належним чином навіть, що пороги цілі і що все ок. Мотор у масле не ок, и то, что пороги запенены, это мухлярство. Они тебя предупреждали за это? Нет, они сказали все целое. Вы наклонялись, смотрели пороги? Треба пороги смотреть с ямы. Я наклонялся так. Почему на яму не поехали? Какие претензии так ко мне? У меня то, что вы мне сказали, что машина четкая, машина с порогами, она техосмотр больше не пройдет. Я же у вас не куплял пеноблок, я у вас куплял машину, правильно? Ну и что вы сейчас хотите? Ну, может, мы там домовимся, может, вы скажете, что да ладно, там, косанули мы. Ну, я ничего не коснулся. Вам все бумажки дали, и там вроде бы была страховка. Там была страховка. Была страховка, но я не поглядел, потому что я же как бы привык, что мы живем у Европе, а у Европе нормалевые люди. Коли человек каже, что пороги нормальные, что там пены нема, значит, так оно и есть. Коли каже, что Было нормально. Вы казали, что все нормально. Вы сказали. Там тот чувак с Америки, який был, и он пытался. И они там не запененные. Вы казали, не-не-не, а я там глядел, лазил. Погодите. Ладно, окей. 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 Есть такий канал у Ютубе «Народный репортер». Я ведаю законы, не то, что я вас пугаю, но я буду официально робить, и есть пункты закона, засады, по яким вы несете отказность. Я, принаймні, придам огласку про ваш. Все, до побачення тоді. Ось і паразмаўлялі. Як бачыце, ніякай канкрэтнай размовы тут не атрымалася. Прадавец не хоча ні за што адказваць. Я, канешне, у суд не пайду. Няма сэнсу марнаваць на гэта жыццё і грошы, якіх у мяне па шчырасці і няма. І ў выніку яшчэ невядома, чым усё гэта скончыцца. І менавіта на гэта часта і разлічваюць такія прадаўцы, што чалавек проста махне рукой і пойдзе далей. Але я вырашыў зрабіць інакш. Я зняў гэты фільм, і, магчыма, паглядзеўшы яго, хтосьці навучыцца на маіх памылках і абміне гэты магазин. Мне непрыемна даваць такую параду, але мушу. Калі вы купляеце машину, правярайце ўсё вельмі уважліва і не давярайце словам. Нікаму. Асабліва на такіх аўтапляцоўках.
Правярайце страхоўку машыну, адразу ганіце на яму. Ці прыйшоў бы я яшчэ раз купляць машыну на гэтую гелду? Канешне, не. І калі хто-небудзь скажа мне, што хоча купіць там аўтамабіль, я скажу проста: паглядзі мой фільм і добра падумай. А цяпер вы можаце паглядзець, у ва што на самой справе выліваецца такая танная пакупка. Давайце паглядзім, колькі гэтая гісторыя каштавала маім амерыканскім сябрам. Ну, з мяне, вядома, толькі нервы і час. Замена масла і фільтраў 480 злотых, новыя нумары 160, камісія банкамата 105, патэнцыйны штраф за адсутнасць страхоўкі каля 1800 злотых. Ён яшчэ не прыйшоў, але прыйдзе. Ну і дай Бог, канешне, каб не прыйшоў. І ў выніку гэтая машына за 5000 злотых абышлася значна даражэй, плюс нервы і ціск. І яшчэ даплата за іншую машыну 1500 злотых. Так, у выніку яны ўсё ж такі памянялі гэты тракляты Volkswagen на Toyota Corolla з даплатай. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. І я распавяду яе ў наступнай серыі.